Добрый вечер, это телеканал Якутия-24 в прямом эфире. Вы смотрите программу «Итоги дня». В студии работает Влад Давыдов. Добрый вечер, смотрите в выпуске. Начинает прослеживаться постепенное снижение заболеваемости, так сказал Айсен Николаев на заседании Республиканского оперштаба. Инновации в медицине. Якутяне получили возможность, установили высокотехнологичные протезы рук. Катасы-Павловск все еще закрыт. Когда откроют ледовую переправу через Лену? 30 лет со дня основания. Юбилей отмечает единственный в мире музей Хамуса. Пусть будет праздник. В столице региона стартовала ежегодная благотворительная акция «Елка добра». «Человек из Подольска» в Нерюнгринском театре кукол состоялась премьера спектакля. За минувшие сутки по Якутии выявлено 215 новых случаев коронавируса. Из них в Якутске заболели 111 человек. Среди районов наиболее сложная ситуация наблюдается в Мирнинском, Нерюнгринском и Мегино-Кангаласском районах. Там выявили от 8 до 10 новых случаев. В Нюрбинском и Сунтарском районах заболели по 6 человек, в остальных районах от 1 до 5 заражений. В оперативном штабе напомнили о том, что режим повышенной готовности в связи с пандемией продлен до 15 января. Для учреждений образования главой Республики Саха-Якутия определен план, по которому проведение школьных и детских утренников возможно в группах с соблюдением, соответственно, санитарно-эпидемиологических правил, без привлечения при проведении праздников работников и соответствующих, и, соответственно, родителей. Кроме того, органам государственной власти, органам местного самоуправления определено исключить из планов проведения торжественных крупных мероприятия в реальном режиме времени по празднованию Нового года. Все мероприятия, связанные со встречей Нового года, должны пройти в режиме онлайн. Указанные правила, определенные главой Республики Саха-Якутия, касаются любого населенного пункта на территории нашей республики, независимо от того, есть там случай новой коронавирусной инфекции или нет. Айсен Николаев провел очередное заседание Республиканского оперативного штаба. Там глава Якутии сказал, что анализ санитарно-эпидемиологической ситуации, проводимый Роспотребнадзором, также официальные данные федеральной и региональной статистики начали показывать, что в целом по республике начинает прослеживаться постепенное снижение заболеваемости. Об этом говорят и снижение количества госпитализаций, и сокращение звонков на горячую линию, и позитивная динамика по сокращению количества тяжелых больных. Тем не менее, расслабляться рано, наоборот, необходимо усилить проведение превентивных мер, считает глава республики. В настоящее время важнейшими задачами для борьбы с новой коронавирусной инфекцией остаются сокращение сроков проведения анализов и лекарственное обеспечение районных аптек. Тем временем за неделю на территории республики проведено 1348 выездных рейдов. Все это в рамках контрольных мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенических правил предприятиями. Всего составили 142 акта комиссионного осмотра, 23 протокола об административном правонарушении. Направлено в суд 2 административных дела, рассмотрено судом также 2 дела. Кроме этого, проведено 860 профилактических бесед. Выданы 42 предостережения о недопустимости нарушения закона, 2 предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Это данные по всей Якутии. Также в оперштабе сообщили, что главам северных районов поручили усилить контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой в связи с открытием автозимников. Главам муниципалитетов нужно решать вопрос о соответствующих санитарно-эпидемиологических требованиях, так как постепенно коронавирус приходит в отдаленные поселения, подчеркнули в оперативном штабе республики. Более 1 миллиарда 400 миллионов рублей выделили на закупку медицинского транспорта для сельской местности в России. Такое распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Средства направят на оснащение поликлиник, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и районных больниц.
Изначально деньги планировалось выделить в следующем году, но из-за ситуации с коронавирусом закупку решили ускорить. Всего планируют приобрести около 2000 автомобилей, транспорт задействуют для выезда врачей на вызовы, транспортировки пациентов в больнице, также доставки лекарств для жителей отдаленных населенных пунктов. Работники на удаленке получат право на офлайн. При этом рабочая неделя на удаленном режиме будет длиться 40 часов. А за сверхурочную работу руководство обяжут платить дополнительно. Об этом говорится в законе, который планируется рассмотреть Совет Федерации. В Трудовом кодексе закрепляется 3 вида дистанционной работы. Кроме того, согласно закону, перевод на удаленку не может быть поводом для снижения заработной платы. К другим новостям. В селе Арылах Мирнинского района многие жители давно покинули свои аварийные квартиры, но за коммуналку платить приходится им до сих пор. Несмотря на то, что дома вошли в программу переселения, неизвестно, когда и на сколько мест будут построены новые дома. Подробности в сюжете нашего корреспондента в Алмазном крае Марферины Алексеевой. В селе Арылах признаны аварийными 8 многоквартирных домов. Переселение ожидает 121 человек. Однако, не дождавшись переселения, жители давно стали съезжать с ветхих домов. Так полностью закрыт 15-й дом по улице Центральная. На той же улице в 12-квартирном доме на сегодня действует только 4 квартиры. В 10-м мы заселились, но через 6 лет из-за того, что он рушится, мы переехали на дачу. Люди переехали все своими усилиями к родственникам на даче. Это даже вот так вот, если посмотреть, он у нас скоро, наверное, в гармошку соберется. Система теплоснабжения в этом доме не позволяет отключить отопление в определенной квартире. Поэтому, чтобы обеспечить тепло оставшимся семьям, во всех 8 заброшенных квартирах все так же действует отопление. Приходится платить за коммунальные услуги. Оставшиеся семьи являются собственниками, и съезжать им некуда. Мы в ПТВС оплачиваем за тепло и воду. Это у меня около 5000, где-то 4500 получается. Ну, за общедомовые с меня удерживают. И еще идет за мусор. В тот раз приезжали, узнала, что можно от него отказаться, заявление написать. Нас про это вообще не информировали. Например, я этого не знала. Мирнинское предприятие жилищного хозяйства пошло навстречу жителям аварийных домов. На сегодняшний день ведется плотная работа. Жители пишут заявления, предприятиям составляются акты. Жителям, которые не проживают в своих квартирах, не только в аварийных домах, а в тех домах, где температура воздуха не соответствует нормативу, ну реально холодно. Мы составляем акты и снимаем не то, что они не оплачивают, мы сейчас будем снимать вообще всю задолженность, которая у них накопилась. Такой редкий случай, мы на него пошли, потому что, чтобы не копить свою дебиторскую задолженность. И понимая то, что жители никогда не вернутся в эти квартиры, зачем им платить за то, где они не живут. У меня нет резерва жилья, чтобы я могла уже те другие дома, которые вот 27-й, 28-й, 29-й дом, там 15-й, 16-й, я их не могу сейчас пока. Ну, они люди пока живут, но по идее-то я их должна куда-то оформить и им выдать какие-то временное жилье. Существует один вариант, который жителями не рассматривается. Временное жилье имеется в поселке Заря. Это почти заброшенное поселение. Находится в 30 километрах от Арылаха. В Заре проживает около 50 человек. И там пустует много благоустроенных домов. Никто, конечно, туда не поедет. Там, хотя дома все благоустроенные. Там дома благоустроенные, там тепло, свет, все есть. Но вот транспортная именно отдаленность, вот этим все сказано. Чвонинский Наслик является участником республиканской адресной программы переселения из аварийного жилфонда до 2025 года. Однако нет точного количества домов и лиц, включенных в эту программу. До сих пор собираются и оформляются документы. А это означает, что строительство дома начнется не скоро. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирнинский район. Упрощены правила оформления инвалидности. Как поясняет официальный сайт Федерального кабинета министров, гражданам не придется повторно обращаться в поликлинику для уточнения направления. Для установления или подтверждения инвалидности требуется проходить медико-социальную экспертизу. Направление для этого выдается поликлиникой с указанием сведений о результатах медобследований. Раньше, если в направлении был указан неполный объем обследований, гражданам приходилось повторно обращаться в поликлинику за дополнительными сведениями.
По новым же правилам этого делать не придется. Специалисты Бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации. В декрете можно будет получить новую профессию. Центры занятости будут предлагать молодым мамам востребованные на рынке труда специальности, чтобы после курсов переподготовки они гарантированно нашли работу. Такой закон планирует рассмотреть Совет Федерации. Сейчас повысить квалификацию молодая мама может только по месту постоянной регистрации. Если она переехала в другой город, то на курсы профобучения ее не запишут. Теперь это ограничение снимается. В столице региона стартовала ежегодная благотворительная акция «Елка добра». В торговых центрах установлены елки с записками, где указаны имена детей, которые ждут подарков от добрых горожан. Традиционно подарки получат воспитанники коррекционных школ и домов-интернатов. Внести свою лепту в исполнение мечты ребенка и подарить праздничное настроение может любой желающий. Для этого нужно выбрать открытку с елки добра, купить подарок и положить возле новогодней елки. Тогда ребенок, под которым этот подарок будет адресован, обязательно получит его к Новому году. Сегодня в рамках старта акции глава Якутии Айсен Николаев одним из первых купил подарок воспитаннику детского дома. Елка добра, она в Якутске уже проходит 5-й раз. Вот здесь именно по линии города добра, здесь в хозмаркете. Я всегда принимаю участие в этой акции. Очень рад, что благодаря этой акции многие дети могут приобщиться к новогодней сказке. Потому что, конечно же, под Новый год и не то что дети, но и взрослые даже мечтают о новогоднем чуде, чтобы какие-то их желания сбылись. К сожалению, достаточно много детей, которые в силу разных причин не могут получить эти подарки. И вот эта акция позволяет как раз как можно большему количеству детей вот эти подарки получить. Так, и приобщиться, еще раз говорю, к новогодней сказке. Сейчас короткая пауза, буквально 1 минута. Мы вернемся и продолжим программу «Итоги дня». Хатас и Павловск все еще закрыт, когда откроют ледовую переправу через реку Лену. 30 лет со дня основания юбилей отмечает единственный в мире музей Хамуса в Якутске. Пусть будет праздник, в столице региона стартовала акция «Елка добра». И «Человек из Подольска» в Нерюнгринском театре кукол состоялась премьера спектакля под таким названием. Это и многое другое через паузу в 1 минуту. Это Якутия-24 в прямом эфире. Вы смотрите программу «Итоги дня». Спасатели МЧС очищают мост «Русский» на высоте 300 метров. Объект, соединяющий одноименный остров с материком, был закрыт из-за последствий непогоды. Как сообщают в ведомстве, работы выполняются при помощи вибрации. Спасателям предстоит очистить все 560 метров моста, уже очищено 10 вант. К работе привлечены более 20 человек, в том числе 14 от МЧС, а также промышленные альпинисты и специалисты предприятия, обслуживающего мост. По заявлению Минвостокразвития, для полной расчистки моста понадобится от 6 до 10 дней. Открытие ледовой переправы через Лену Хатас и Павловск, которая остается закрытой из-за теплой погоды, намечено на следующую неделю. Об этом сообщает МЧС по республике. Толщина льда на реке в пригородах Якутска не везде одинакова. Лед из-за изменения структуры может оказаться хрупким и не выдержать вес транспорта. Ориентировочный срок открытия переправы Хатас и Павловск намечено на 7-10 декабря, сказала главный госинспектор по маломерным судам Якутии Аурика Смирнова. В настоящее время к эксплуатации допустили 10 автозимников на территории 7 районов Якутии. Якутяне получили возможность установки высокотехнологичных протезов рук. Компания «Моторика», резидент инновационного центра Сколково и региональное отделение фонда соцстрахования положили начало обеспечению пациентов, лишившихся верхних конечностей, современными протезами. Начинить эти протезы можно любыми функциями и возможностями, начиная от электронного кошелька и до возможности полноценно заниматься активным спортом. Сейчас в компании прорабатывают целую систему реабилитации для якутских пациентов, получивших такие протезы. Репортаж Ульяны Шагиной.
8-летняя жительница Алдана Алиса Кормухина получила новый протез буквально минувшим днем и уже научилась прыгать на скакалке. У нее врожденная патология – аплазия кисти верхней и третьей предплечья. Раньше пользовалась только косметическим протезом, чтобы отсутствие руки не бросалось в глаза. Теперь же у Алисы появилась возможность полноценно пользоваться правой рукой. Буквально вчера получили новый протез от компании «Моторика», за что мы очень благодарны, так как этот протез очень функциональный. Ребенок может сам себя обслуживать, где-то попить, где-то что-то, даже тот же портфель может перехватить в школе нести. Новое, что в этой моторике, сейчас бесплатно дарят одну насадку. То есть мы выбрали скакалку, ее мечта сбылась. Она ловко теперь прыгает на скакалке. Пользоваться ложкой или вилкой, выполнять любые действия в быту и даже заниматься спортом. Высокотехнологичные протезы за 5 лет работы компании собирают лишь положительные отзывы от пациентов по всему миру. Начиненные умной электроникой протезы выполнены с применением промышленной 3D-печати, пластиком и металлом, с двигателями с аэрокосмической индустрии и где-то даже превосходят возможности человеческой руки. Сам по себе протез на сегодняшний день, тот, который мы производим, мы не просто делаем протезы ради протезов, да, мы хотим человека приспособить к сегодняшнему миру. То есть это такой некий девайс, и туда включены такие функции, как PayPass, чтобы человек при помощи этого протеза мог рассчитаться, допустим, за покупки. Вот. Плюс, когда идет настройка сила, схвата жестов, все это дает человеку качество жизни для того, чтобы он мог взять какие-то предметы, да, специальные, вот, которые ему понадобятся в тот или иной момент. Кроме того, взаимодействовать его с экраном телефона, использовать как смарт-часы или функцию тачскрин. Одной из фишек является возможность подобрать уникальный дизайн для детей. Это обычно герои из мультфильмов. Но главное, человек приобретает возможность жить полноценной жизнью. На каждом этапе протезирования с пациентами работают профессиональные протезисты и реабилитологи. При получении такого протеза, да, человеку сразу же предоставляется реабилитация, то есть здесь он начинает постепенно социализироваться, адаптироваться, да, при работе с таким протезом. И мы, собственно, сейчас совместно с Фондом социального страхования по Республике Саха-Якутия прорабатываем вопрос установки телереабилитационной системы «Атилан» в вашей республике, которая позволит пациенту, получившему травму, уже психологически понять, как он будет в дальнейшем использовать этот протез. Благодаря поддержке фонда соцстрахования они абсолютно бесплатные. В Якутии возможность пользоваться современным высокотехнологичным протезом уже получили более 20 человек. И их количество будет только расти, уверены в компании. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Итоги открытого конкурса ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии» подвели в парке «Северное сияние». В столице конкурс проходит уже 9-й раз. В этом году темой работ стала «Великая Победа», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли участие 20 команд из 7 районов республики. Мастера соревновались как в создании ледовых скульптур, так и снежных. Победителями в номинации «Снежные скульптуры» стала команда Архипа и Аполлона Скрябина из Мегино-Кангаласского улуса, а в номинации «Ледовая скульптура» победу одержала композиция «На фронт» авторов Николая Петрова и Степана Пахомова. Я в восторге, я впечатление море позитива. Жаль, что я сам не участвовал, а в качестве жюри. И нынче очень хорошие работы, мы очень довольны. Все члены жюри единогласно решили, выявили всех победителей. 30 лет со дня основания отмечает единственный в мире музей Хамуса. Коллекция насчитывает 9000 экспонатов, это более 1500 разновидностей хамусов всех народов мира. В связи с пандемией все торжественные мероприятия проходят в онлайн-режиме, на дистанционную форму также перешли и экскурсии. И если раньше жители отдаленных районов могли посетить музей только при приезде в столицу, то нынче любой желающий имеет возможность полюбоваться экспонатами виртуально. А праздничный концерт, посвященный 30-летнему юбилею музея, покажут на нашем канале в 22:00. Прошел всероссийский хомусный диктант. В данном мероприятии приняли участие около 12 тысяч человек.
Но мы-то думали, что только внутри России это будет, да, происходить, но оказывается и со всех уголков мира есть участники, даже, можно сказать, из Самоа, это Африка. А так у нас в течение месяца проводятся конкурсы, это главный конкурс среди детей по игре на хомусе Джурию Хомугум. Далее среди молодежи это стипендия, вручение стипендии Луки Турнина. В Нерюнгринском театре «Кукол» состоялась премьера спектакля под названием «Человек из Подольска». Это пьеса современного писателя и драматурга Дмитрия Данилова, идет во многих театрах по России. Какой ее увидели нерюнгринцы в сюжете Ирины Кичигиной. Режиссер спектакля Петр Скрябин не сразу проникся сюжетом пьесы «Человек из Подольска». Но время, которое театр пережил без зрителя, расставило все на свои места. Сюжет пришелся как раз подходящим к юбилею города. К тому моменту у Петра Трухановича уже сложилось видение спектакля, и он понял, что это именно то, в чем сейчас нуждается современный зритель. Сама пьеса о том, как мы любим или не любим свой город, себя в своем городе, свою страну, себя самого. Вот. Ну, такая, в общем-то, очень вещь получилась довольно общечеловеческая. Сюжет пьесы одновременно реалистичен и абсурден. На первый взгляд, в полицейском участке творится беспредел. Задержан ничего не понимающий прохожий, которого запугивают и угрожают. При этом все, что от него требуют, это рассказать о своем родном городе, о своей жизни, о том, что он видит вокруг. И выясняется, что задержанный всю жизнь проводит по инерции, без целей, без любви к работе, окружающим, без ощущения прекрасного. Это и вскрывает общую проблему, которую артисты хотят донести до зрителя. Прочитав эту пьесу, я поняла, что я хочу со зрителем об этом поговорить. Это главная причина, по-моему, для актера, когда встречается животрепещущая тема, которая тебя волнует. Это, по-моему, главный стимул для актера. Надеюсь, что зрителям будет о чем подумать. Зрители увидели то, о чем многие даже не задумывались. И каждый сам для себя выбрал, на чьей он стороне и за кого переживать. Но равнодушным точно не остался никто. Это касается моей жизни сейчас. Это переоценка ценностей, вообще увидеть ценность в том, что рядом. Он интересный, очень. Такой чемодан с двойным дном. Вот. Но спектакль хороший, мне понравилась очень музыка, динамичность какая-то определенная, довольно весело подан. Несмотря на название, сюжет спектакля не привязан ни к месту, ни ко времени. Поэтому играть его можно долго, и в любом городе он всегда будет актуален. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Саратове завершился всероссийский турнир по смешанным единоборствам памяти прославленного тренера Абдулманапа Нурмагомедова. За победу бились свыше 200 спортсменов из разных уголков страны. Почетным гостем турнира стал один из лучших бойцов России по смешанным единоборствам, многократный чемпион мира и Европы Владимир Минеев. Якутия там была представлена 4 спортсменами. Больше всех к медали был близок чемпион мира и Европы по джиу-джитсу Федор Гаюкин. Он выступал в весе до 61 килограмма. Дойдя до стадии четвертьфинала, якутский боец в равной борьбе уступил Асефу Чапурову из Самары. Всем финалистам соревнований было присвоено звание «Мастер спорта России». Организаторы обещают сделать этот турнир традиционным. Под большое имя сделан турнир, под хорошие, правильные ориентиры и ценности. Вот очень правильный девиз: дисциплина важнее таланта. Дисциплина – это то, к чему нужно призывать спортсменов, особенно в таком виде спорта, как смешанное единоборство, где все-таки дисциплина огромную роль играет не только в клетке, но и за ее пределами. Вас очень приятно было видеть здесь, представителей Республики Саха, и из такого там дальнего далека приехали. Желаю вам только удачи. Саха вперед! Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на канале Якутия-24. Будьте всегда в курсе. Берегите свое здоровье, здоровье близких. Носите маски.